Артемий Лебедев на очередном интервью плюнул в лицо всем зоозащитникам, всем тем, кто каждый день спасает жизни голодающим, калечным, больным животным. Я думаю, что они ёбнутые, да. Чем же так не угодили этому известному и очень богатому человеку зоозащитники? Безвестные и очень небогатые люди, которые порой последние деньги отдают, чтобы спасти голодающую собаку с помойки. Давайте попросим у известного блогера объяснений. Те, которые начинают, знаешь, собачьи приюты обосновывать, они тоже начинают переживать о чувствах типа братьев наших меньших, и они такие: давайте спасать кошечек, собачек, это дело их жизни, давайте из каждой подворотни их теперь доставать, обогревать. Потому что они не могут с людьми наладить отношения, они находят в безропотных животных поддержку, Типа мы просто закомплексованные больные люди, друзья. Понятно теперь вам? С головой у нас с вами проблемы. Мы не можем пройти мимо умирающего животного вовсе не потому, что не хотим, чтобы он умер в этой грязи, а просто потому, что нам не с кем общаться. Вот поэтому и лезем к братьям типа нашим меньшим. Главная же линия всех этих защитников, зоозащитников, в том, что животное не предаст. Человек мне в душу плюнул, он бросил меня, поматросив, а собачка не бросит меня. Я о ней буду заботиться. Ты прям всех зоозащитников, ты так думаешь, что они все так думают? Я думаю, что они ёбнутые, да. Вот видите как, все просто, друзья. Мы просто поматрошенные жизнью люди, которым жизнь наплевала в душу. Именно поэтому и спасаем голодающих собак, как я, например. И этому человеку с синими волосами, этому лидеру мнений, известному блогеру-миллионнику даже не приходит в голову, что у нас с вами просто есть совесть, что она не атрофировалась еще, как у многих других. И мы просто не можем пройти мимо живого существа, которое умирает от голода прямо на наших глазах. Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Вот такая дилемма. То ли самой отдохнуть в кои веки, то ли держать на руках кота и собираться с ним домой. А по дороге обзванивать, искать передержку. Но передержка без анализов не возьмет. Раньше таких точечных, на голову упавших нежданно животных или кормила и проходила, или спасала молча, ни с кем не делясь. Незамысловатая, наверное, очень банальная история про рыжего, явно бывшего домашнего кота. Пару раз с интервалом в 2 недели я выезжала за город искупаться в водохранилище и отдохнуть на природе душой от обезумевшего мира и жестокости. И оба раза мне попадался на глаза один и тот же кот. Пыталась кормить, в еде равнодушен, сняла с него клещей. Опросила людей, чей кот. Сказали, что с июня здесь бродят, возможно, отдыхающие привезли и оставили. Котик ласковый, ко всем подходит, знакомится. Такой не мог убежать сам. В дождь прячется под беседки, пьет из реки и снова выходит общаться к людям. Вот представляете мои мысли? Забирать или нет? Нуждается он в спасении или ему и так хорошо? Может и хорошо, пока лето, но скоро осень, людей здесь не будет. Что будет с ним? Или пусть поживет пару месяцев, а там я не узнаю, что с ним будет. Надеяться, что кто-то заберет? Нет, не заберут. Людей много, никому не надо, раз за 1,5 месяца не забрали тысячи отдыхающих. Но раньше у меня не было 200 животных, не было такой ответственности и финансовой зависимости. А сейчас долги и экономия. Поэтому и решила с вами поделиться и попросить вас о помощи. О помощи на анализы и на передержку, а также кастрацию. Без анализов у меня его никто не возьмет. Только котика снимаю. Радужку. На вирусы и общей биохимии. А теперь о нестерилизованных и самовыгуле. Течная девочка, сука, это проблема района и города. Это называется собачья свадьба. Зрелище не для слабонервных. На такую суку собираются все кобели округа. И начинается схватка не на жизнь, а на смерть. Вот сразу во время этой драки мне присылают видео жертвы и всех раненых с вопросом, что делать. Проехать мимо, как делают все, жестоко. Выбегать, разнимать и самой стать покусанной тоже не каждый решится. Если разнимать, то надо понимать, если получится отбить, вырвать жертву, эту суку, то куда ее девать?
Значит, за 5 минут надо найти передержку и оплатить. Все это делается быстро, если спасать. Даже если у тебя нет передержки, напомню, это не Москва, это Якутск, и даже если у тебя пуста карта, или в противном случае несколько из стаи погибнет тут же. Отбить и оставить здесь же не получится, ее все равно раздерут. Если увозить, то куда? В другой район и бросить там? Но будут и там драки. Решение надо принимать быстро, 3-5 минут. Когда подскочила сюда волонтер, а она проезжала мимо, был уже один труп. Небольшую собачку загрыз большой и сильный. Ее уволокли хозяева, видимо, этой собачки. Она была домашняя. Главарь этой свадьбы – пес в хорошей форме, сильный, большой, похож на домашнего. Видимо, самовыгул, не кастрированный, от которого страдают все, и суки, и слабые кобели. Мы видим все собаки в крови. Лабрик, морда и ноги в крови. У остальных тоже прокусаны ноги. Вот что такое нестерилизация и вот что такое самовыгул. Но нашему населению на все это плевать. И виноваты во всем этом люди. А теперь у меня вопрос к вам. Что будем делать? Конечно, я забрала, нашла передержку, которую оплатить нечем. Записали на стерилизацию, оплачивать тоже нечем. А потом куда? Выпускаем в этом славном городе Якутске, ну, поживет месяц или 3. Там всех стерилизованных, живущих во дворах, которых подкармливали местные люди, убили. Что будем делать? Пятьдесят два Б. Вот эта собачка долго сидит на одном месте. Больше часа я за ней наблюдаю. Что-то она вот такая. 52 Б. Еще раз обратите внимание, пожалуйста, на вот эту красавицу. Летом, друзья, стараюсь не спасать новых. Разгребаю проблемы, накопившиеся с осени и зимы. А также задача номер 1 – выжить. Выжить летом, когда помощь сокращается в разы и передержки многих собак, спасенных зимой, и о которых давно никто не помнит, остаются неоплаченные, а значит растет долг. Но и так как население у нас не разбирает привезенных за зиму собак, значит не освобождаются места для новых. Очень жаль. Она не встает, не встает. Белая вот эта с черным. Она ходит вообще? Иди сюда, моя, иди, моя маленькая, иди. Она старенькая или окрас такой? Иди сюда, иди, моя, иди. Иди сюда, иди. Иди. Иди, моя, иди сюда, иди. Ай, молодец. Иди, тебя зовут, иди, иди. А ты молодая, оказывается, не старушка. Она не старушка. Так. Этот белый обижает ее, походу. Некоторые собаки из вскользь увиденных сюжетов все равно западают в душу. Особенно те, кому несладко приходится в замкнутом пространстве вольеров ППЖ. Недавно мы спасли с вами лорда. Привели его в чувство, вылечили, вывезли. Финкураторов у него по-прежнему мало, 3 не хватит для оплаты следующих месяцев. Понимаю, что не надо больше спасать. И вот опять. Вижу несчастную молодую собаку. Каждый день она лежит в крайней будке, чтобы успеть, когда начнется потасовка, начнут снова обижать, успеть забежать в будку. Ждать, когда покусают как лорда, чтобы потом лечить в лучшем случае, или лучше забрать вовремя? Что вы думаете? Это вопрос. И если спасать,
то будут ли желающие участвовать финансово в ее жизни? Это второй вопрос к вам, друзья. А еще хочу сказать, хоть бы раз кто-нибудь откликнулся на собаку, о которой я рассказываю, и пожелал бы взять себе. Нет, никогда. Чтоб не на передержку, где нет мест, а домой сразу. Почему вы, люди, не откликаетесь? Тогда мне снова и снова нужна ваша помощь. Помощь на стерилизацию и передержку. Чем оплачивать?